Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Братские отношения с глубокой историей. В Чеченской Республике устроили теплый прием делегации из Иордании во главе с принцем. Рамзан Хаджи Кадыров проинспектировал строительные площадки. Чеченскую столицу ожидают большие преобразования. Какие именно, расскажем в нашем выпуске. Чиновники погасят долги малоимущих. Инициативу первого заместителя руководителя администрации главы правительства Хадижи Кадыровой поддержал лидер субъекта. Сразу 3 чеченских хафиза подтвердили статус знатоков священного Корана и получили иджазу. Теперь они смогут передавать свои знания другим. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هوزخ الوالديل خو جيش دي شوك بوقها جيش در دي شوك بوقها جيش دي حسون آلية يقادو أشدو إشا إدو عدي باح نقدوخ إلشنو عليه الصلاة والسلام عفو باش دول جيش در مو معنى قاعدون آل شوي عملي تابتر ديرا إوايق إنواش إوا عمل سين شسن حق لحينا По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В Чеченскую Республику прибыла делегация из Иордании во главе с принцем Хашимом бин Аль-Хусейном. Гости посетили Российский университет спецназа имени Владимира Путина, побывали на концерте с участием лучших творческих коллективов региона, а после глава региона Рамзан Хаджи Кадыров пригласил их на ифтар. Сюжет Халимат Шахидовой. Делегацию из Иордании во главе с принцем Хашимом бин Аль-Хусейном принимают как дорогих гостей. В Грозинском аэропорту их встречает председатель парламента Магомед Даудов, руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, а также внуки первого президента республики Ахмад и Адам. Первым делом делегация посетила Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Для гостей провели экскурсию и презентовали крупнейшую в Европе аэротрубу, в которой полетал и сам принц. Также гости побывали на стрелковом полигоне, инструкторы показали отработку штурма и другие условия для подготовки бойцов. Гости смогли пострелять из различного оружия. Для гостей подготовили концертную программу. На сцене Дворца торжеств имени Дагуна Амаева выступили лучшие творческие коллективы. Уникальность чеченской культуры артисты показали, исполнив полюбившиеся всем номера и композиции. Позже гостей принимал глава республики. Рамзан Хаджи Кадыров пригласил иорданскую делегацию на ифтар. أول زيارة زيارتي أنت معهم تستدير شابونا ودا على الشاكات اللانش حاضر اشتات شابو قوة إخناتيش أخوي شبون سيد شوي شهود اشتات مصوم بيتي شابو إحاشات هكبو بيرغو يشو ما شبه نوحشو دون بيرغو دون في غشو دائما بيرغو والله خيك شابو ماما سيدة دون بيرغو يو لانش كعياس بس كلهم بالمدينة. Стороны обсудили ряд важных вопросов. Первый из них касался оказания совместной гуманитарной помощи Палестине воздушным путем.
MCS ministru شاكيم برضو أرلتي دعوته. أول موضوع هذا المساعدات واتفقوا مع وزير مساعدات وقال يعطي طائرة. رسي إنه جماعة نجروز شريزيجي بتشيعشر. تقصون دلوا روج ministern سران مديال سجل سوات تديشتر سونجي فيها تعزين نسونجتا سونجي تلوان تعطى تعزي برت بنسوا قربا دلا هنزا يردان نوت إلاتها MCS كيم نو ميدو разрешить دل добро دلا يردان دقاجول. مسوما جماعة نجروز مسوما تكيتشيو شو هنز أش كان بندريا كان تكيتشلو. Также стороны обсудили перспективы открытия филиала Чеченского государственного педагогического университета в Иордании. نخشى университеты педагогические наш амош. Из-за шурез делаха Российской Федерации ахчаб филиал дайел эцтеха бартбубин например шукич делаха нохчи университет филиал в Иордании да юш растемот амош нохчимот амош английский арабский бит халава хербут аш ушбек شو شبك قياس عامر بو شوريز دلع إتسا أشكيخ يازي чан إتسунат كيشلو. Стороны в очередной раз подтвердили готовность укреплять сотрудничество в самых разных областях. Глава республики тепло поблагодарил принца за этот визит и передал приветствие всей королевской семье. Халимат Шахидова, Ибрагим Батаев. При содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров проинспектировал ряд строящихся объектов в Грозном. Он проверил готовность к открытию Дворца торжеств ивент-агентства «Ирседе», после чего прогулялся по улицам столицы и проверил ход строительства комплекса жилых зданий по улице имени шейха Али Митаева. Сопровождал главу региона градоначальник Хасмагомед Кадыров. Подробности в нашем следующем материале. Инспекция главы региона началась с осмотра Дворца торжеств ивент-агентства «Ирседе». Здание уже совсем скоро откроет свои двери. Реконструкция была произведена на самом высоком уровне. Принятые во время масштабного обновления передовые решения позволили кардинально изменить внутреннюю планировку в пользу расширения и комфорта. Об этом заявил помощник главы региона, мастер по архитектуре и дизайну Деним Адаев. После открытия здесь смогут проводить мероприятия самого высокого уровня. Готово. Зон, что поднесла, шагнет. Цена поручения, я кизганчу. Шадик гушло. Мало что Сразу после глава Чеченской республики прогулялся по проспекту имени шейха Али Митаева. Там он проверил ход работ по возведению комплекса жилых зданий. В инспекции его сопровождал мэр столицы Хасмагомед Кадыров. مسؤول شو زي ما دستو ميري نوع يلقونو تشيلس يشو شيء غنا دودي شنكيه خطالوت كدا يو لبوي وميري حق دلو فوكو سنا كدا بول инвестор سي مسارتي زي ما دستو يشو كوشي. В регионе создаются все условия для комфортного проживания. Все крупные строительные объекты держит на личном контроле глава республики. چنون کلیله و انتوریستری وقت سرها دو رمزاماتش شش صدق کن یو داخلی تا ازمنانی مغول شواله لكل ضمن نقول لكل نقبل نقول لكل تا объект نقول. 80% квартир в новых домах уже распродано. Завершить строительство планируется к концу этого года. Порти швехкан был будиагаш. Купчур наш тоже самое 70-80% цел а юхкан был. Иду оладу домаш да мова а я поручение цехокша шапло дубо. Глава региона выразил благодарность Деним Адаеву, Хасмагомеду Кадырову и всем, кто принимает участие в улучшении центральной части Грозного. Ислам Иршов, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской республики «Неделя». В среду Рамзан Хаджи Кадыров проверил ход строительных работ в Грозном, где возводятся 130 многоэтажных домов. Новый район будет назван в честь президента России Владимира Путина. Сопровождали главу региона первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Чеченской республики Исат Умхаджиев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Хава Айдамирова расскажет подробно.
Первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев рассказывает главе региона о ходе строительных работ. Основное внимание уделяется комфорту и доступности объектов социального и коммерческого назначения. В рамках проекта создается современная транспортная развязка, которая значительно облегчит движение по городу. До конца года за 100% я буду Также активно продвигается строительство современного жилого комплекса «Комфорт-класса». Здесь планируется построить 2 миллиона квадратных метров жилья на 30 тысяч квартир для 70 тысяч человек. Больниц, спортзал, спортивный, культурный шаг, религиозный, между 10 тысяч чувачек, 5 тысяч заложителей. И был что-то. Район Астана, президент страны Владимир Владимирович Путин, это хотел бандуш. Хадуку интересуешь, диас я хадуку нахты, связи бьешь, так бахляш бу. Мэр Грозного Хас Магомед Кадыров подчеркнул, что все работы ведутся без задержек и соответствуют самым высоким стандартам качества. Мы сюда машем на хитин срок, шесть срок, я хапа этапно, бешпо, балан контроль, строй контролю. А это цешта контроль, я шу хуша, ой малар инвестор, человек взаимодействует, шу, бол табьюч, поца техники, материалы, для ахчанц. Реализация проекта уже вызывает большой интерес у будущих жильцов и инвесторов. Новый район будет отличаться повышенной комфортностью и придаст городу более современный облик. Хава Айдамирова, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава республики посетил зиярт устаза Ташу Хаджи в селе Саясан. Сопровождали Рамзана Хаджи Кадырова, Тамада Тейпа Биной Ахмад Хататаев, глава Нажаюртовского района Асланбек Музуруев, начальник ОМВД Российской Федерации по Нажаюртовскому району Чеченской Республики Мурат Чалаев и религиозные деятели. Они прочитали дуа, прося Всевышнего о милости для чеченского народа и всей уммы пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Зиярт шейха ежегодно посещает большое количество людей. تغنى هو زيرتي إدوش دوق أدمدو ونوخش ماخر خلز عش غلغي توري بو داغستانيري بو قيدي عاري بو داج ووقت دالني زربيجي اوق داج نغ باكستاني اتصور بوخش نسلوقي. Профильные городские службы Грозного получили 43 единицы специальной техники. Транспорт передали глава республики и мэр столицы. Машины закуплены на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова и самой мэрии по нормам исламской рассрочки. Новая техника позволит проводить уборку улиц быстро и качественно. 43 единицы автотранспорту, 23 спецтехнику. Хош, телю камашу, надежное качество, дикие обслуживают. Я оттягиваю там, ой, коре 13 исламский рассрочку, мэрину договор деньги, я цаю. Киги машин ше, доошена, ала бог тахтел, так инспекциеш, выехать теш, так мы суар белошена. ماشین یو تکلر تا شی ماشین مسانالار تبی شوی کلر آها بروچینی الاشتوای فوندوا 20 ماشین ویدلتنا دالسا شوف. Рамзан Хаджи Кадыров выразил уверенность, что новая техника станет надежным подспорьем для городских служб и позволит им более эффективно выполнять поставленные задачи. Социально-экономическая обстановка в регионе и вклад Чеченской Республики в проведение специальной военной операции. Эти и другие темы обсудили на расширенном совещании в Грозном. Рамзан Хаджи Кадыров заслушал доклады ответственных лиц по каждому направлению. Благодаря успешной реализации инвестпроектов в прошлом году удалось создать более 1000 новых рабочих мест. Свежие данные о ситуации в зоне СВО озвучил и руководитель регионального штаба. Обо всем подробнее далее в сюжете.
В Чеченской Республике успешно идет реализация нацпроектов, привлекаются новые инвестиции, создаются рабочие места. Об этом главе региона докладывает председатель правительства Муслим Хочи в ходе расширенного совещания. Исполняющий обязанности главы республики Хочи Муслим Ерудо. 2024 год мы начинаем с хорошим показателем социально-экономического развития. Прежде всего хочу отметить рост валового регионального продукта как базовый показатель развития. После уточнения он составил за 2021 год 278 миллиардов рублей. Оценка за 2022 год более 315 миллиардов рублей или 104,7%. Объем промышленного производства увеличился на 24,4%, ввод жилья почти на 52%, объем строительных составил 55,2 миллиардов, оборот розничной торговли вырос на 102,7%, объем продукции сельского хозяйства на 3,7%. Всего население республики оказанных платных услуг почти на 15 миллиардов рублей, это почти 112%. По предварительным данным, средняя зарплата за январь 2024 год составила 37 882 рубля с ростом на 110%. А также за 2023 год среднедушевые доходы населения выросли на 114,8%. Количество зарегистрированных безработных на сегодняшний день составляет 7,9%. Общий объем инвестиций в основной капитал за 2023 год составит 163,4 миллиарда рублей, рост на 29,2%, в том числе небюджетные инвестиции 106,8 миллиардов рублей, рост на 33,7%. По итогам 2023 года завершена реализация 233 инвестпроектов и создано более 1000 рабочих мест. Вместе с тем регион показывает и новые успехи в зоне СВО. На сегодняшний день из Чеченской Республики на передовую уже отправились более 40 тысяч человек, из которых около 17 тысяч добровольцев. Обеспечением бойцов всем необходимым занимается региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С начала специальной военной операции с территории Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено 40 062 наших бойцов, в том числе 16 815 добровольцев, которые прошли эффективную военную подготовку на базе Российского университета спецназа. В настоящее время в зоне проведения СВО находится более 9000 наших бойцов. На высоком уровне налажено обеспечение наших бойцов военной техникой, предметами связи, обмундированием, амуницией, продовольствием и всем необходимым для решения поставленных задач. Региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова на нужды спецоперации закуплено и направлено 1564 единицы спецавтотранспорта, машины скорой помощи, в том числе 169 бронированных машин. Жителям освобожденных территорий регулярно поставляются продукты питания, медикаменты, одежда, техника и оборудование. 2024 год объявлен главой региона годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия. В этом направлении ведется активная работа. С соответствующим докладом выступила заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Хадижат Кадырова. Одним из важных событий в текущем году является объявленный вами год истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия, в рамках которого членами оргкомитета запланировано проведение более 1000 мероприятий, что позволит охватить все слои населения, а также донести до жителей и гостей республики необходимость сохранения и развития культурного наследия чеченского народа. Как заместитель председателя оргкомитета осуществляю постоянный контроль за проведением и организацией всех запланированных мероприятий на самом высоком уровне. Хадижат Кадырова также рассказала, что ведется работа в рамках поддержки семей участников СВО и правоохранителей. Отдельного внимания заслуживает проводимая работа в соответствии с вашим поручением по оказанию содействия в трудоустройстве и получению образования детям сотрудников правоохранительных органов Чеченской Республики, погибших при исполнении служебных обязанностей.
На учете в администрации состоят 4419 детей, из которых уже трудоустроены в различные организации 512 человек, и около 800 человек получили возможность поступить в средние и высшие учебные заведения Чеченской Республики. Данный вопрос находится у нас на особом контроле, так как в самое опасное время их отцы встали на путь Ахмата Хаджи Кадырова, Далгат Обудойцин, жертвуя своими жизнями, принесли нам мир и благополучие. Приближается мусульманский праздник Идаль-Фитр. Готовиться к нему нужно с особенным трепетом, говорит глава региона. ويدون ديل ديق ديل عوشق انتي دون عوشي دون كراح مراح عوشي دون متصو دخل ديش دو اسدين دون مصو شاوري عوشي دون. Также здесь прозвучала приятная новость. Рамзан Хаджи Кадыров призвал соратников закрыть долги малоимущих, накопившиеся в продуктовых магазинах. Сам глава региона взял на себя весь Курчалоевский район. SMS-ket, en sånn dokunak etterbots don, at skios svatukne ska diker tukdon nedon, dokumshez gezmez diker don. Ama uçabulmuş don, dokudeş don, nadı işöş bukdon. Dakle niyetin don, iz dalur duel don, ve niyetiş o dikler deston, dadelç don. Horen wij dan dat met Kazachstan zo weer zo in Rewan ja dan door zo die gaat daar dus en daar staan daar dan gedaan dus met de huishoudens dan stadel die gaat dan is dan bok dan is na bok dus maar uit de doos ja zijn die gaat daar staan wat wil je staan reis dus Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил всех присутствующих за добросовестный подход к выполнению поставленных задач. Ислам Ершов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В селе Череюрт стартовал второй этап модернизации завода «Чеченцемент». В торжественной церемонии закладки капсулы принял участие глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил важность данного проекта, который позволит не только производить высококачественную продукцию, но и создаст дополнительные рабочие места. 250 рабочих мест Ока действующий завод дон 50 щодо дон 800 рабочих мест ока дон так ока дон вы ёшел дон шаги усилий приложить на вы шаги печ дон бабой дон ахвюк что дон да беломет скрит дон ахвюк что. Уважаемый Рамзан Ахматович, от имени коллектива «Чеченцемент» позвольте выразить вам благодарность за ваше внимание к развитию завода с 50-летней историей. Наши ветераны подтвердят, что таких условий, как за последние годы, для созидательного труда и для саморазвития у нас не было. В завершении собравшиеся прочитали дуа и заложили символическую капсулу под строительство будущего завода. Три чеченских хафиза получили иджазу. Это свидетельство, подтверждающее, что ученик прочел Коран с соблюдением всех необходимых правил и требований. Она дает ему официальное право передавать свои знания дальше. Счастливыми обладателями документа стали два преподавателя Аргунской школы хафизов имени Табарик Байсултановой Джабраил Сабуралиев и Резван Ахаев, а также студент Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Мухаммад Насуханов. Принимали экзамен известные в исламском мире богословы, выдающийся знаток наук священного Корана шейх Мухаммад Абдуразак, специалист в области исламского вероучения и духовного воспитания шейх Анас Аш-Шарфави и богословы Чеченской Республики. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Преподаватель Аргунской школы хафизов имени Табарик Байсултановой Джабраил Сабуралиев читает суры из Корана. Его чтение проверяют известные в исламском мире ученые, выдающийся знаток наук священного Корана шейх Мухаммад Абдуразак, специалист в области исламского вероучения и духовного воспитания шейх Анас Аш-Шарфауи и многие богословы и мутаалимы Чеченской Республики. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Экзамен в медресе Даруль Куран Аль-Карим имени Нейси Байсултанова проходит с целью получения иджазы. Это свидетельство, подтверждающее, что ученик прочел Коран с соблюдением всех необходимых правил и требований своему учителю. А экзаменатор получил иджазу от своего учителя, и так цепочка доходит до самого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. А от него переходит к ангелу Джибрилю, которого обучил Всевышний Аллах. دار الشيخ بعنا دي ناهر بركتي حيل شوي محكا درجو الله تو دعوتين وشوي قرآن غلق شو رمضان حج دار عال شوي إذا دال ديكن بيقم بولتن هر دال قرآن وشوي لر حجر ومحكا وشوي قي حجر ش سو أتو سبيش سو غلط ديشي أنا وينيس قوتشر باشمش داس وش ويدقي دي درساني بركل أولتن دام ولا ويتن خمبو. Экзамен сдают еще один преподаватель Аргунской школы хафизов Ризван Ахаев, а также студент Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Мухаммад Насуханов. Все трое продемонстрировали высокий уровень и получили иджазу. خلصتول صوتش أقول صوت قرآن قحيقر قرآن إجاز حية إجاز مو بابو يلتن عليه الصلاة والسلام سنجر وحيوش سند سيسن زع يخرسن خوت ولا دورة تخون دوقم دخول دوقم خدا داس خدني تروح. ده البربانسة جبرائيل عند عدي شن استلسة إجازة عند عدولي تقاشم ما ريبه تحت شقاد عليه. Ризван Ахаев также получил еще одну иджазу. Это иджаза на известную поэму в науке таджвида, написанную имамом Аль-Джазари Аш-Шафии. В этой поэме собраны основные вопросы и темы таджвида в стихотворной форме. منظومة المقدمة الجزرية أولش بيت شوش يبيت يازن إمام الجزري و أقصن دير دوين دا حيوخ شيء تسبوش شيء سنة ديوتسنا يبيت بعيس بيتوش وش دقا حد عيش نقل أقصن توش لينا كي ياخد لي شامل بدرس خليتنا أقصن شامل الشيخ أيمن رشدي أقصن دعيش تنقر إجازة تيرتنا. Богослов Адам Шахидов отмечает большую пользу от знаний, которые в нашей республике распространяют шейх Мухаммад Абдуразак и шейх Анас Аш-Шарфауи. Шейх Абдуразак, шейх Анас سيد أرخ علم نيت أرخ وبصم نيت أرخ بركل آلأسونا شا قمح حبيت شان صنبتن قاكرا شوحة هور دين عوي غالر نوتشي قوم دوغ ألس أيوش دوشت مالدك شوح شي أروك تيجع يش يخ بيسون قز أرجونا دار القرآن حجة قز حوي قزع شي أروك يش يقي أروك يوش دين أحسن دوتش دقة علم عرمك شرشك حيوش دوشت رجينش صنبت تاحة Все лекции ученых записаны и будут транслироваться в эфире телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, отмечают Шахидов. Также они послужат методическим материалом для других обучающихся. Шамиль Ирсанбиев, Адам Яхьяев, Асхаб Керимов. Неделя. Конкурс чтецов Корана прошел в Гудурмесе. Участники состязания рассказали наизусть 30 джуз Священного Писания. По завершении конкурса победители наградили почетными грамотами и денежными призами от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. С
именем Аллаха начинается конкурс чтецов Корана в Центре культурного развития города Гудермеса. Учащиеся 28 медресе Гудермесского района соревнуются за звание лучшего знатока священного Корана. Перед конкурсантами стоит непростая задача – прочитать 30-й джуз Корана наизусть. Эта часть священного писания называется джуз Амма и состоит из 37 сур. Символично, что состязание проходит месяц Рамадан. Именно в этот месяц был ниспослан Коран. Знание, исследование правилам таджвида, паузы, произношения – все это оценивает компетентное жюри, в составе которого преподаватели Корана и богословы. Имам центральной мечети Гудермеса Асват Хариханов рассказал собравшимся о важности изучения Корана и о ценности его чтения и заучивания в священный месяц Рамадан. بقوا خرسوا قصاشه شيء شعبي بدون شاشو ال در قرآن جاها يقرآن ثم ده هو بتجسنا القرآن هو بتاع قرآن عمل يدخل قرآن يشدخل ثم ده أصدقش بالشكاجرهم يوسمن يدرش شكاجرهم قرآن سيدش بالتاع عمل يشدخل. После выступления участников жюри подводят итоги. Победителем конкурса становится Саада Абастова. Второе место присудили Ясмине Бисултановой. Третье место занял Магомед Салах Абдулхажиев. Победителю и призерам вручили почетные грамоты и денежные призы от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С 8 лет начало цахалкалар сон из яхташтахалар со гимсия пожрадующего сенит айол чхена цавал на вас дешихум хилар а пирамид бокбу аллах захитарсон. Участники конкурса продемонстрировали высокий уровень чтения священного Корана. Кади Гудермесского района Амир Абдулмуслимов поздравил всех участников и призеров и пожелал дальнейших успехов в изучении религии ислам. أخوة ما فونس حياتنا عدائتنا أخشن سوق شو تانا حلاج كان أكا تنا لا مبوعنا شيء بس كيجيشني أقدري بس بحجش كابو بريمجة المدرسة شكابو أقدري تير القرآنية مرزو خريطة تان قرآن دون شردا عام دا قي ديك شريطة دا مواج يعال شيشة سمستنس دوم كولتورة دون قدر مسكوريون يشة ويا دا مولارو غيره كونكور شغل إن شاء الله الرحمن. Региональный общественный фонд имени первого президента республики оказывает регулярную помощь и поддержку участникам религиозных конкурсов, создает все необходимые условия для изучения религии подрастающим поколением и молодежью. Диана Хармуш, Юсуп Ижиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Шали прошла благотворительная акция в честь праздника Ид-аль-Фитр. Более 300 детей и взрослых, проходящих лечение в Республиканском центре для граждан с нарушениями ментального здоровья, получили подарочные наборы со сладостями. Организатором акции выступил благотворительный фонд «Даймох» совместно с региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и Департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. نتقوش بارنا مصنحة كقاچيش خوديش داخش داخل ديل بربانسة تانا ويأتو بيلا اشتوي يقالوا لي الوشلا ديبارتامنتينيا سميسنا حد يحكينا هو قادول بقي كان كي كان اشتا يرى وين مرة داسترة ويتصاحبوا شينما خز أبيري سمو أدوش خل اشتقيري سمو داخش خانة اشتا سوهش داخش بدرك شيش الداخندو داخل وين يرسم بالبالخ دليل واش هر مرة بتبع كأنه مص هم يعود يشاء أعمل عجيب الفوندو الله ده اللي كان سبيخ خنبولت أخا وين إشتا حاجة إشتا المصل تينية دعدا غياتش نسقوش بارنا دوخش. В Чеченском государственном педагогическом университете состоялась лекция на тему «Достоинство последних 10 дней священного месяца Рамадан». Советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов рассказал студентам о том, как должен вести себя мусульманин в эти священные дни. Также в ходе лекции богослов рассказал, как проводил Рамадан пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. كمار شلا صوت يهبوش يعقشلتوا قرآن دي شر عبادة صوت يعقشلتوا بيوس دينير لا مزاحة ديلير صلوات سلام مارشال خلوتون شيشيكوغ شيشين وست
يستلتا إرعلاه ترئيس دعوتي تصميت تعلات أخور دعوة يهون لا تشخلاه شيء الله ديلس دوش دول هوتيل دوش دول دوغ и дел визер шегач о долун дел. Студенты смогли задать интересующие вопросы, которые на различных интернет-площадках передают недостоверно. Пайда ицер, что юшума дот ахка тиохчел хена, статус родовой и подобные мероприятия, гонялчевой молодежи, что больше бог пайдбо угорхал гора динч аора, шола уже взаимодействовали духовные просвещения и цани. Вечер нашидов под открытым небом прошел на бульваре имени Махмуда Исымбаева в Грозном. Жители столицы и туристы собрались, чтобы послушать известных исполнителей. Также была организована викторина на знание основ ислама, а победители получили ценные призы, в том числе сертификат на ифтар в одном из ресторанов города. Добавлю, что организаторами концерта выступили Министерство по делам молодежи совместно с молодежным общественно-патриотическим движением «Ахмат» и Департамент культуры мэрии города Грозный. Также вечер нашидов состоялся и в Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Его приурочили к предстоящему празднику Идаль-Фитр. Учащиеся центра прочитали суры Священного Корана и исполнили нашиды, в которых воспевали религию ислам. Также на сцене вместе со сверстниками выступили внуки и внучки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова отправил гуманитарную помощь в военный госпиталь Луганской Народной Республики, где лечатся раненые военнослужащие подразделения «Ахмат». Здесь находится около 100 бойцов с различными травмами. За 2 месяца было проведено более 50 операций. Хава Айдамирова расскажет подробно. Начальник медико-санитарной части Рамзан Альдибиров общается с ранеными бойцами. Это сотрудники подразделений спецназа «Ахмат». Лечатся в военном госпитале, где для этого созданы все условия. Регулярно помогает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня привезли продукты питания и медикаменты. Как отношение персонала, питание, лекарства, проблемы какие-нибудь есть? В данном госпитале вообще идеально. По слухам говорили, что в госпиталях где-то есть какие-то проблемы, но в этом госпитале прям идеально все. На себе проверено, как бы это вот прям 100%. Бойцов здесь лечат на высоком уровне. Тех, кто нуждается в специализированной медицинской помощи, эвакуируют. Остальных оперируют на месте. Характер операции различный бывает. Это и реконструктивная операция после массивных дефектов мягких тканей, осколки, которые находятся в проекциях связок, которые мешают биомеханике движения пациентов. Сейчас в госпитале на лечении находится около 100 бойцов. Все идут на поправку, а через 2-3 недели снова будут в строю. На данный момент расширяться где-то район гостя необходимости нету, поэтому мы оснащаем и дооснащаем те лечебные учреждения, которые под нашим ведомством, где лечатся наши бойцы. Тыловые и прифронтовые госпитали обеспечивает фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Регулярно доставляются антибиотики, расходные материалы и продовольствие. Это позволяет ускорить процесс выздоровления пациентов и не беспокоиться за своевременные поставки медикаментов. Хава Айдамирова, Асхаб Керимов, «Неделя». В Грозном состоялся бизнес-ифтар для предпринимателей Чеченской Республики. Региональное отделение организации «Опора России» собрало вместе представителей малого и среднего бизнеса. Вечер прошел в приятной атмосфере. Собравшиеся делились опытом, обсуждали актуальные вопросы развития бизнеса в регионе и сотрудничества. В Грозном прошла всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». Работодатели предложили имеющиеся у них свободные рабочие места, рассказали об условиях работы, оплате труда и требованиях, предъявляемых к соискателям. Участники ярмарки смогли побеседовать с работодателями и определиться с местом работы. Есть возможность для выпускников образовательных
организации среднего высшего образования, они могут тоже найти себе подходящую вакансию. Так как у нас здесь работают работники, сотрудники Центра занятости населения, которые объясняют, разъясняют и могут подыскать подходящую вакансию, потому что сразу в электронном онлайн-формате есть возможность поискать работу. Ну, у нас есть система «Работа в России» называется, где любой человек может спокойно зайти, сидя дома на работе, ну и подыскать себе подходящую работу не только в Чеченской Республике, но и за пределами. Также участие в ярмарке приняли сотрудники телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Они рассказали о работе канала, о выпускаемой продукции и имеющихся вакансиях. Также всем желающим раздали литературу, которую производит издательский отдел. Ярмарка очень масштабная. Люди не только интересуются вакансиями, но и продукцией, которую мы выпускаем. Мы официально первая в России исламская телерадиокомпания «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Кроме выпуска новостного, тематического, религиозного контента, мы занимаемся выпуском религиозной продукции в абсолютно различных сферах, и люди активно интересуются всем этим. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.